Я расскажу вам одну историю, связанную с моим отцом. Это было, когда мы приехали с Киргизии домой в 1958 году. Мне было 13 лет тогда. Это было после обеда. Мы на улице играли с моими сверстниками. Потом мы решили куда-то пойти, но сначала перекусить. И вот я прихожу домой, чтобы взять кусок хлеба. Это было в обед или после обеда. И вот я беру кусок хлеба и хочу снова выйти на улицу. И в этот момент мой отец стоял над ковриком, он собирался молиться, его звали Хуч. Я думал, он уже начал и хотел выскочить, а оказывается, он еще не начал. Я был уже перед дверью и хотел выйти. Он сказал: подожди, сын. Он сказал: подойди. Я подошел. Он стоял в сторону молитвы, потом повернулся и спросил: куда ты идешь? Я хочу поиграть с сверстниками, ответил я. Поиграться успеешь, послушай сначала меня. Например, ты будешь стоять своими односельчанами в центре села. Разницы нет, какого возраста. Твои ровесники, младшие или взрослые. Придет гость не из вашего села. Он повернется к вам и поприветствуется. Вы поприветствуетесь в ответ. Этот гость назовет имя человека с вашего села и скажет, что ищет его. И если ты укажешь этому гостю пальцем, скажешь: сперва иди прямо, потом направо, потом налево, там будет стоять большое дерево, а рядом дом, кого вы ищете. Если ты ему так пальцем укажешь, я никогда тебя не прощу, сказал мне отец. Никогда не указывай так пальцем, сказал мне отец. Указывать так пальцем гостю — это низко. Это не мужской поступок, сказал мне отец. Я никогда не могу это забыть. А ты знаешь, что надо сделать? А я-то хотел пойти играть, и я не знал. Я сказал: Хуч, я не знаю, у нас была привычка называть отца по имени. Как бы ты ни спешил, сколько бы с тобой односельчан не было и какие бы дела у тебя не были, если к тебе подошел гость и спросил, и ты хочешь оставаться достойным мужчиной, ты должен знать своих односельчан, сказал мне отец. Если ты скажешь, что я не знаю, это не подобает мужчине. Ты должен знать своих односельчан. Не указывая пальцем, ты должен стать впереди гостя, даже если он старше тебя. В жизни есть 2-3 случая, где можно стоять впереди старшего. Это тот самый.